Здравствуйте, дорогие друзья! За годы работы Центр конной культуры города Сыктывкара стал местом притяжения талантливых людей со всей республики. Здесь собираются друзья Центра, чтобы поделиться новыми творениями и интересными идеями, вспомнить достижения людей, которых уже нет с нами. Сегодня в нашем зале присутствуют друзья и близкие поэта, преподавателя, фронтовика Прасковьи Ивановны Чисталевой, человека удивительно жизнерадостного и открытого. Предлагаем вашему вниманию небольшой видеоролик, запечатливший эту историю. Можно выпустить? В Республике Коми имени Куратова, члену Союза писателей России. Ханев Андрей Валерьевич. Здравствуйте, уважаемые гости. Сегодня мы присутствуем на таком замечательном мероприятии, которое посвящено замечательному человеку Прасковье Ивановне Чисталевой, замечательному поэту русскому, которая издала несколько книг, писала проникновенные стихи, посвященные как военной тематике, так и простой женской доле, которыми зачитывались люди, которые она сама любила очень читать на публику. Я столкнулся с Прасковьей Ивановной на встречах литературного объединения ежвинских поэтов и писателей у Камелька. Она любила туда приходить. И однажды, когда выпустили сборник, посвященный войне, Великой Отечественной войне, камельковцы, и поставили туда ее стихи, ее тоже пригласили. И когда она вошла в зал, зная, кто она такая, и будучи сам ветераном боевых действий, я попросил всех как бы встать и поаплодировать. Вот тут сидят люди, которые были тогда в зале Дьяконовского музея, вот, и как бы подтвердят это. Но я не про себя хочу сказать, я хочу сказать про ту реакцию, которая произошла с ней. Это был настолько красивый внутренне и настолько человек скромный, что она вот вошла, и она даже немножко испугалась того, что ее так встречают. Понимаете, что вот ее ветерана Великой Отечественной войны так встречают. И я хочу сказать, что я очень благодарен судьбе, что она столкнула меня с этим красивым человеком, с очень красивым человеком. Мне повезло публиковать ее стихи в литературном альманахе Сыктывкар. Мне повезло писать о ее книгах в литературном альманахе. Я, вы знаете, честно вам скажу, все это подготовил для того, чтобы здесь озвучить, но настолько быстро прибежал с работы, еле-еле надел на себя эту форму, которая еле-еле на меня влезла, в уважение Прасковьи Ивановне, да. Вот, и пришел к вам сюда, что я все эти записи забыл, только вот взял с собой ее книжку, поэтому разрешите, я почитаю ее стихи вам. Эту книгу она мне подарила. «4 года, а эпоха, совсем другая жизнь в сердцах людей, да не заглохнут поля войны и рубежи. Войне конец, живые дома, среди родных друзей, знакомых, а мама мне, сознайся, дочка, повестку ты сама? Так точно. Вспомним о них, не забыть, не поправить. Друг мой погиб, а в победном году мать его в горе безумная. Я ведь вот возвратилась у всех на виду, трогала бедная девичьи плечи, руки и щеки, что сын целовал, след его жизни застывший навечно. Мне говорили,
кто нас узнавал, как она плакала, Бога просила, чтоб хоть обрубком вернул он ей сына. Вот такая правда, щемящая правда войны звучала в стихах этого незаурядного русского поэта. А закончить свое выступление я хочу стихотворением, которое мне нравится особенно нравится. Шла добровольцем на войну, чтоб мама меньше убивалась, повестки долго добивалась. Я почему-то улыбалась, когда все плакали. Одну в толпе рыданиями грядущей лишь маму различала я. Любовь, но не отчаяние. Буксир свистел, отчаливал, мой первый в жизни разводящий. Вот так Прасковья Ивановна умела сводить в своих стихах великое и обыденное. Спасибо вам, дорогие, что вы пришли почтить память этого замечательного человека. Спасибо. Прасковья Ивановна далеко за пределами Республики Коми, в селе Хрящевка Ставропольского района. Безмятежное детство закончилось в день школьного выпускного 21 июня 1945 года. Отличница, ворошиловский стрелок, активистка не могла стоять в стороне от судьбы своей страны. На следующий день после выпускного она вместе с одноклассницами пошла в военкомат добровольцем. Но по воле судьбы на фронт попала только в 1942 году, когда окончила курсы радисток. После тяжелого ранения и контузии с передовой Прасковью Ивановну перевели на должность комсорга управления полка. Слово предоставляется Калинину Юрию, летчику гражданской авиации, пилоту первого класса. Он хочет исполнить песни Прасковьи Ивановны. Приглашаем вас. Она читала стихи такие замечательные. Минут 20-25 она читала свою поэму. Вот память у нее. Можно минуточку? Есть пипит? Используем. Ах, как хочется верить, что все мы хорошие, что со всеми и можно, и нужно дружить, что никто не окажется в трудностях брошенных, и друг другу поможем мы все пережить. Но проходят, как горько, разочарования, то в одном, то в другом из знакомых людей. Я прощаюсь, прощаю, а мне врачевание. Сердце, будь осторожнее, похолоднее. Но такие есть души, что чистое золото, не ржавеет их чувства, надежна рука. В дружбе с ними спокойно, светло в ней и молодо, и любая дорога легка, широка. Ах, как хочется верить, что все мы хорошие, что со всеми можно и нужно дружить, что никто не окажется в трудностях брошенных, и друг другу поможем мы все пережить. Ах, как хочется верить, что все мы хорошие. Такие стихи замечательные. Не боли, не тоскуй, мое сердце, ничего не ищи для себя. Хоть разбейся, нам некуда деться, претерпись, уж такая судьба. И зачем мои редкие слезы, будто кровью сочатся из глаз, стынут льдинками, как от мороза, безнадежные пробил их час. Счастье в прошлом, спасибо, что было, что согрело горячим лучом, осветило, на миг ослепило, прикоснулась щекой и
плечу. Сохрани же все в памяти сердце, сбереги этот дар для себя. Плачь, не плачь, а нам некуда деться. Привыкай, так сложилась судьба. России. Солистка театра оперы и балета города Сыктывкара Быстрова Майя Васильевна. Приглашаем. Иоланта. Смотрю, и Петровна Фабракова подходит ко мне, и Прасковья Ивановна плачет. Я говорю, что такое, в чем дело, что случилось? Это Прасковья Ивановна, на нее так подействовала музыка Чайковского, что она говорит, вы знаете, вот слезы, вот очищения в моей душе. Спасибо вам, ну, благодарила меня после этого спектакля. И так завязалась наша дружба с Прасковьей Ивановной. Прасковья Ивановна была очень большим поклонником театрального искусства. Она ходила на спектакли, она всегда очень, можно сказать, строго судила и актеров, и постановки, и что ей не нравилось, она всегда высказывала это, потому что это немаловажно, какое мнение у людей разного поколения о спектаклях. Я всегда прислушивалась к ее мнению. И как-то она поделилась, что она пишет стихи. Я говорю, ну, хотелось бы почитать. Почитала ее стихи, мне очень понравилось. А в это время Ирина Блинникова написала уже целый цикл романсов на ее стихи. И с моим супругом мы исполнили эти романсы в Доме творчества. Вот, Прасковья Ивановна была очень довольна. И вот сейчас одно стихотворение, она очень любила дожди. Она говорит, Маечка, для меня ничего лучше дождей нет. Почему-то. И вот, вот у нее есть такое стихотворение «Шепот жалоба дождя». И на это стихотворение была написана музыка Ирины Блинниковой. Первый дождь, ты что так грустен, скромен, тих и не поешь, будто тайно в захолустье в закуточки слез льешь, будто выгнанный из дома или высланный в глуши, раньше было по-другому. Говоришь, не вороши, из-за стекол долетает шепот жалоба дождя, но обиду он глотает, затихает, уходя. И вот эта ее тонкая натура, Прасковья Ивановна, она была во всем. И она всегда помогала, знаете, не только в каких-то поэтических там пожеланиях, но и в жизни. Она подсказывала что-то, и всегда было приятно с ней общаться. Также у нас были встречи с Прасковьей Ивановной в доме Чистолева Прометея Ионовича. Были концерты. Ну, мы знаем, что Прометей Ионович тоже написал «Деревеньку мою», оперетту. Я тоже там играла Галю, помню. Очень интересная роль досталась. Мне нужно было... Она была трактористкой, эта Галя. Мне надо было там крутить такие пируэты. Было смешно, конечно, но музыка такая завораживала. Михаил Львович скажет, что хороший спектакль был «Деревенька моя». Он пользовался любовью. И недавно вот из последних спектаклей она посетила «Моя жена Лгунья». А с этим спектаклем у нее связано было то, что она сама играла Лгунью
но в драматическом кружке. И вот она уже как критик, конечно, подходила. Но когда я играла эту негритянку, ну черную, она, конечно, это самое, ну, говорит, Маечка, вы справились очень хорошо с ролью. Мне было, конечно, очень приятно. Вот. Но я хочу сказать, чтобы узнать творчество Прасковьи Ивановны, нужно прочитать много ее стихов. Вот эти все ее сборники, они отражают и ее состояние души. Она писала и о муже, о своих неудачах, о войне. И всегда это было искренне. И поэтому я советую всем почитать ее стихи и познакомиться поближе с этим удивительным человеком. Все, спасибо. Народная артистка Республики Коми Альфия Каратаева. Я хочу сказать, что так получилось, что я очень мало сталкивалась с Прасковьей Ивановной. Вот. Я помню, конечно, грустно, вот сейчас была фотография и Петровны, и Прасковьи Ивановны вместе. Так грустно, что такие замечательные люди уходят. Я помню, что Ия Петровна организовала, то есть проходила юбилей Прасковьи Ивановны в университете, и театр тогда принял активное участие. Ия Петровна режиссировала тем вечером. Вот. Еще я хочу сказать, что, конечно, как Майя Васильевна говорила, Прасковья Ивановна очень часто была в театре. И подходила после спектакля, говорила хорошие вещи. Ну и часто, конечно, мы пересекались на улице. Идешь ты по Коммунистической, это как наш Бродвей. Вот, встречаешь очень много знакомых лиц, замечательных, талантливых людей. И это такой момент общения. Вот. Хорошо, у нас город такой маленький, тесный. Вот. И такие встречи, как я говорю, никакая встреча, она просто так вот не проходит. И некоторое время назад вот меня пригласили сюда на вечер памяти. Я, конечно, не могла не откликнуться. И сразу всплыли и тот вечер в университете, и те небольшие встречи в театре, и где-то на улице, где-то на каком-то мероприятии. Вот. Конечно, как и все люди, которые сегодня высказались и еще будут выступать, конечно, только хочется сказать добрые, хорошие слова, потому что от встреч с Прасковьей Ивановной именно истекало вот такое тепло, доброжелательность, что-то светлое, светлое и теплое. Вот. И я помню, что тогда в университете я спела очень красивую песню на музыку Прометея Чисталева, слова Власова «Воша горта Монантуэс». И сегодня мне хотелось бы эту песню также исполнить, только акапелла. Ваши
шишменшет, гашке джике, чвашка спике, оске дори шишменшет, то лежали ты штамнилес, вишке де корте монан тай, семен ради теменилес, пидече басен шой, семен ради теменилес, пидече басен шой, чорич ты ракентуес, ах четани ритим бит, ваши горте монметоис, ваши вошков ясен лит, ваши горте монметоис, ваши вошков ясен лит. Спасибо. Супруга талантливого композитора не уступала мужу и в творческой, одаренной и активной жизненной позиции. Прасковья Ивановна состоялась как преподаватель и организатор образовательной деятельности. Является автором 13 сборников стихов. Вот вы их видите здесь, можете ознакомиться, посмотреть, почитать. «Моя великая война», «Мои дожди и снеги», «Лишь бы были помыслы чисты», поэма «Песня». Со своими воспоминаниями к нам пришел заслуженный артист Республики Коми, народный артист Республики Коми Моисеенко Алексей Васильевич. Михаил, конечно. Вы уже вспоминали что-нибудь? Нет. Еще не вспомните? Ну, вспомните, скажете потом что-нибудь. Дело вспомнить, в общем-то, мне, если говорить, то, собственно говоря, нечего такого. У меня не было обстоятельств, которые бы столь сблизили меня и эту замечательную женщину. Но случилось так, что я делегировал сюда своей семьей небольшой. В частности, Валентина Васильевна Жиделева, она вот была очень связана с этой семьей. Она училась в одном классе, она ровесница сына ее, Валентина Борисовна Леони. Они были в очень близких отношениях, дружили, он часто бывал у нас дома. И с Прасковьей Ивановной, чтобы так не выглядело все формально, скучно, я пришел сюда, говорю, почему так печально? Говорю, ну, мне сказали, что мы же вспоминаем. Вспоминать можно и радостно вспоминать, не обязательно печально. Правда, Михаил Иванович? Что-то у вас такое лицо нерадостное. А ты к кому пришел? Не, вообще, вот сидите против меня, вы мне как бы так-то пересядьте. Встань в другое Нет, место. нет, я же сейчас важнее, когда вот вы станете, потому что я сейчас шутом работаю, поэтому я сам выбираю место, где мне стоять. Ну, давай. Ну, так, Те. значит, вот улыбаешься уже лучше. Я хочу что сказать. Дело в том, что Прасковья Ивановна меня как-то взбодрила однажды, когда я пытался читать свои стихи, которые не очень нравятся Михаилу Львовичу. Наоборот, Вот. очень не нравится. Не очень, значит, Очень не нравится. очень не нравится Михаилу Львовичу. Я их назвал «Я не пророк», тем не менее. Вот. И вдруг в зале сидело много людей, был какой-то поэтический вечер, все зевали, я читал, когда же мой черед придет последнюю поставить точку, я умру, таков исход. Никто не получал отца. Вы мои стихи читали? Читали. Вы-то почитайте. Отсрочку. Да смейте, что вы такие все серьезные? Я же у вас ничего не прошу. Почему? Вы только что попросил. Ну как это? Нет, я сказал, читали ли вы? Нет, потом почитай. Попросил? Поручик Голицын. Да, к черту Голицына. Вот. И вдруг, после окончания этого всего дела, значит, все как-то так вот, опустив глаза, пошли, никто мне не подошел, сказал, браво, ну ты вообще Шекспир там. И эта женщина подходит ко мне, говорит, вы меня поразили. И вот так начала, раз я ее поразил, я же не мог, я так редко поражаю вообще кого-либо в этом городе. Поражал в Нью-Йорке, черт возьми, в Атланте поражал вообще, поражал во Франкфурте вообще, а в Сыктывкаре никого, кроме вас, Михаила Львовича, я не поражал и не поражу, наверное.
Вот. А И супругу вот, свою? а? Супругу свою тоже поражал, наверное. Ну, супруга-то ладно. Вот. И я хочу сказать, я говорю, да, в частности, не о локальном, а не о том, что на расстоянии вот, руки, а вот так вообще. Вот. И поэтому после этого вот как-то получилось так, что у меня еще один хороший есть приятель, назову его другом, это Костя Бадокин. Костя делает. Это, Костя вот, который как бы курировал эту женщину. Она была, безусловно, не в очень хорошей форме физической. Он помогал ей, и он всегда комментировал вот, ее отношения, ее понимание моего творчества. Я всегда видел ее на концертах, я приглашал, я сел в первом ряду всегда. То есть этот человек был как-то рядом со мной, но мы не были такими вот близкими, может, как я только что пришел, не слышал, как кто с ней общался, в каких отношениях был, как долго связывал эти отношения их и так далее. Поэтому я хочу сказать, что она мне была чрезвычайно симпатична, как ее замечательный муж. Я в августе месяце был в доме музея этого человека, и вот с той самой женой мы поговорили и подумали о том, а почему, собственно говоря, там не придумать что-нибудь такое, поскольку я уже как бы на больше не гожусь, как может быть и заниматься вот как бы антикварным делом таким, поставлять себе в качестве материала, в частности, вот что-нибудь попеть там такое простенькое, без верхних тяжелых нот, никого не убивая, не поражая красотой, и собирая какую-то хорошую, веселую публику, в том числе и Михаила Львовича Герцмана можно так пригласить. Вот, если он будет веселый. Кстати, он хорошо играет на рояле, Михаил Львович. Вот, вам хочется... Мне все время кажется, что вечер моей памяти. Ну, Хочется меня ударить, нет? Я хочу сказать, ну, знаете, что я пока никакой гадости о вас не сказал. ну, я уже так понял, он хорошо играл на рояле. Вот он хорошо играл на рояле, я говорю, когда я пел. Я был в училище необразованный относительно многих вещей молодой человек, а Михаил Львович уже знал и гармонию, и ноты вообще. И преподавал вам музыкальную литературу. Да это не важно. Как Дело это? в том, что он иногда сидел у разбитой как бы временем фортепиано «Чайки» какой-нибудь или «Красного октября» и аккомпанировал, когда я пытался петь как Каруза. В общем, я хочу сказать, замечательные эти были люди. Замечательно был человек стойкий, умный. Я хочу сказать о Прасковье Ивановне. И поэтому Царство ей небесное, вечная память, наша любовь. И я хочу сказать, у меня большое к ней уважение, по крайней мере, что этот человек вот, увидел во мне нечто, что Михаил Львович не разглядел и говорит, что нет, плохо, не так, не то. Вот и все. Я не помню точно, когда это было, но это было лет 20 назад. Мы сидели на задних рядах, по-моему, драмтеатра, там был, наверное, концерт какой-то. И я, наверное, сидел рядом с кем-то из наших литераторов, там, писателей. А перед нами прямо вот там сидели там, 2-3 женщины, и в том числе, я еще ее не знал, сидела Прасковья Ивановна. И мы, видимо, говорили о что-то, ну так тихо, о стихах, ну так что она это слышала, и, в общем-то, как-то она, ну, намекнула нам, что она тоже пишет стихи, но она не уверена в том, что они, ну, серьезно написаны, и вот если бы кто-то профессиональный, знающий это дело, ей, ну, помог бы, посмотрел ее стихи и сказал, что можно ли так писать, и какие-то советы еще дал, я ей шепнул, я говорю, ну, в принципе, вот я бы мог это сделать. По-моему, у нее был какой-то один, ну, может быть, первый сборничек, который она только держала при себе и никому там не показывала. Она мне его показала, и я, в общем, пробежал его, потому что они небольшие, тонкие, там 25-30 страниц.
пробежал и увидел, что в принципе там на 80-90% это действительно стихи. И я ей сказал, что вы можете писать, просто вам надо относиться к этому еще более серьезно, советоваться вот там с кем-то из нас, там со мной, показывать, значит, очередную там рукопись и так далее. И вот действительно с тех пор мы стали пересекаться на каких-то не специально, а вот тоже мероприятиях вот типа вот такого. Лет 12 назад, наверное, вот где-то, может быть, даже здесь, у нас была встреча с ней в таком узком кругу, человек 20, где она рассказывала о том, как она участвовала в войне, и там, кажется, я сейчас точно не помню, в общем, была на фронтовой линии, рядом грохнул то ли бомба атомная, вернее, бомба самолетная, то ли танковый снаряд, и, так сказать, образовалась вот такая яма, в которую ее воздушная, так сказать, волна от этого снаряда туда столкнула. И, в общем, она то ли сама выбралась, то ли ей помогли ее однополчане. И вот после этого, значит, она получила ранение и стала, тут уже говорили, что стала там другие дела в военной в армии делать. И мы с ней значит, пересекались, по крайней мере, раз-два в год на каких-то таких вот мероприятиях. Она мне давала свои новые сборники, я их читал, и потом при следующей встрече я говорил, что там мне понравилось, так сказать, а что вот стоило бы там несколько поправить. Вот, и занимала половину второго этажа в Доме печати. И она могла бы, там, собрав там вот стихи первых там 5-6 своих сборников там издать, и точно у нее, так сказать, рецензия была положительная на ее стихи от наших профессиональных поэтов, потому что вот у меня, я сегодня половина ее книжек у меня прямо над моей головой, там у меня все стены заложены моими книгами, половина книг моих, а половина книг, значит, начиная от писателей 3000-летней давности и вот кончая, значит, моими товарищами, здешними, вообще российскими, и в том числе вот ее сборники. И я сегодня так, времени тоже немного, я нашел вот это, «Моя Одиссея» называется, стихи 2000-2002 года. И я его снова перечитал вот сегодня или вчера вечером, и нашел здесь сразу такие потрясающие, снова нашел потрясающие строки, хотя здесь в основном она пишет о природе, о дождях, о снегах, о весне, о падающих листьев, как-то вот описывает это все, такая картина складывается. Но пишет и о людях, о взаимоотношениях между людьми. Вот, например, классическое четверостишее в стихотворении, но оно без названия, просто тут дата вверху 2002. Заканчивается стихотворение, оно целую страницу занимает. «Культура нам нужна своя родная, талантов на Руси не занимать. Творите для России, понимая, что Родина не мачеха, а мать».
Вот, это, я думаю, что для самого большого классика достойные стихи. Вот, ну и, значит, ну, больше всего здесь, я говорю, стихов о природе, о разных ее оттенках, причем все они ей нравятся. Дожди ей нравятся, снега, первые снега там, падающие осенью с деревьев листья, и зеленые листья весной, и переход от одного времени года к другому. Все это она воспринимает как-то как нечто такое живое. Вот. Ну и поскольку вот здесь Константин Бадокин... Так, можно я задам вопрос вам следующий? Здесь мы общались с филологами, в частности, с Институтом повышения квалификации, с Евгенией Петровной, которая ректор. Как вы считаете, Юрий Андреевич, можно рекомендовать произведение Прасковьи Ивановны Чисталевой в качестве регионального компонента при изучении русского языка и литературы? Я прежде всего считаю, что нам надо добиваться, вот всем, кто связан с литературой, надо добиваться восстановления настоящего коми-книжного издательства, которое каким-то хитрым путем развалили 10 лет назад, и собрать из вот этих 13 тоненьких сборников один мощный классический сборник, который можно было бы изучать в школе, и он вошел как один Так, из благодарю, брат. литературы. Благодарю, брат. Вот так вот. Все присоединяемся к этому. Да. Ну, давайте аплодисментами. Потому что у нас страшно огромные деньги потрачены, например, на обустройство берега под парком. И причем там больше половины денег Закопали. за эти годы Так, благодарю, брат. Благодарю, брат. Нет, я хотел, что она, ну, человек, который, ну, поняла, что я, ну, сделал довольно прилично для того, чтобы она писала, работала. И поэтому вот в этом именно сборничке тут есть пара стихов, как бы, о моем творчестве. Вот называется «Читая стихи» Юрия Ионова. Глаза вперила, как на страже, не пропустить. Здесь все срослось, как бередята будоражат и трогают слова, до слез, картины, образы, сюжеты, и боль, и сдержанность души. Воспоминания, грусть, все это мне близко, рифмы хороши, и просто вроде, взрывают вся жизнь, и ввысь, и в глубину. Нечасто с нами так бывает, когда читаешь жизнь одну, а мы с Ионовым волжане, да и от жигулевских волн, хоть в Пугачев, это моя родина, я не езжала, а был ли в Ставрополе он. Ну, потом там дальше другие вещи. Но она потом сравнивает мою работу на сплаве. Я после первого Московского института 3 года работал инженером сплава на Печоре. И однажды, когда на водометном катере ранней весной по большой воде мы плыли, наткнулись, да, сейчас заканчиваю, наткнулись на бревно, торчащее со дна, меня столкнуло, я стоял на носу, надо было посмотреть, как там у нас зимние плоты, уже пора ли их тащить. И меня сбило в воду, я упал, и этот катер проплыл надо мной. И я бы, конечно, был изрублен, голова была на куски изрублена, если бы катер был винтовой, как раньше. Но уже года 3 были катера водометные. И поэтому я выплыл сзади с воинской работой. Поклон мой автору, спасибо за силу чувств, за свежесть слов, за растревоженность красивым и страшным,
в образах стихов, какая жизнь, каков характер, стихи, что зеркало, рентген, свинцовость вод и белый катер, и дно утопших в вечный плен. Опасен сплав, а я не знала, и героичен, как война. Я на Великой воевала, и тут вскрик, всплеск и в пасти дна. С баграми, как войска Донского, я плачу, я потрясена. Свое у Репина Крамского Ионовым покорена. Совета ветеранов, еще регалии ваши, хорошему человеку и другу. Добрый вечер, уважаемые коллеги, друзья, соратники, почитатели Прасковьи Ивановны. Действительно, сегодня уникальное событие, и оно происходит благодаря одному человеку, вот Косте. Я сейчас вот начну как бы с завершения тогда, потому что последние, будем говорить, да, и годы, ну, последние дни, так, вот, то есть вот Костя, я не знаю, он там ночевал, или не знаю как, или он так, она ему доверяла, он знал все. Вот надо это, вот, понимаете, вот. И вот в каждом деле нужен всегда человек. Вот этот человек был вот, для Прасковьи Ивановны именно вот Костя. Потому что вот все говорят, Костя, да, вот Костя, да. Он мне звонил до последних дней, так это. А меня познакомила вот с Чисталевой Илья Петровна Бавракова. Я работал в министерстве, и вот в 96 году она пришла на прием, что нужна ей путевка в санаторий. Я буквально в течение 5 минут мы этот вопрос решили. Но вы знаете, что, Илья Петровна, мы 1,5 часа давно говорили. Говорили обо всем. И вот тогда она меня рассказала про Прасковью Ивановну. И мы с этого момента подружились с Ильей Петровной. Мы много провели мероприятий совместных, городских. И я как бы, ну, по миру помогал. А потом мы встретились с Прасковьей Ивановной. И действительно это уникальный человек. Просто, ну, может, уже много было сказано, я был и дома, на мероприятиях, как говорится, встречались. И вот я Петровна и Прасковья Ивановна, они были настоящие друзья. Вот что такое друзья, коллеги, соратники, я не знаю, там, можно все таких сказать, это, они часто приходили вот, к нашему городскому фонтану, садились, с ними ходили, и вот они разговаривали, но очень много читали. Вот я не знаю, вот без чего они вот, были уникальны, видите, еще вот это. Я когда подходил, ну, мне кажется, уже, ну, вот, они все знают. И я просто хочу сказать, что я благодарен, что Илья Петровна меня познакомила с Прасковьей Ивановной, и то, что я с Ильей Петровной познакомился. И до последних дней, вот я как бы дружил, встречался, знал до последнего момента. И благодаря Косте я до последнего момента знал все о Прасковье Ивановне. А Илья Петровна, когда вышла на пенсию, она пришла ко мне и говорит, надо мне оформить пенсию, потому что вот так получилось. Я не думал, что могу жить, я все бумаги свои раздала, все ордена, вот, чтобы получать пенсию как заслуженный работник Республики Коми. И вот это уникальные люди. Я благодарен, и сегодня вот, я вижу вот, практически большинство людей, с которыми мы живем в нашем городе, встречаемся на всех мероприятиях. Поэтому спасибо всем вам, что вы пришли. Спасибо, Костя. Все раз. Добрый вечер, друзья. Я не могу похвастаться тем, что я очень близко знал. Можно микрофон? Что я близко. Я что так тихо говорю? Сейчас нормально. Я считаю, что главное, чтобы было видно человека, а слышно это. Вторая. Я не певец. Понятно, все понял. Значит, я хочу сказать вот что я ближе был знаком, конечно, с ее супругом уже, и даже после того, когда стал бывшим супругом, с Михаилом Чисталевым. Вот пример Чисталева и Прасковьи Ивановны, это знаете что? Это пример того, что женщина делает мужчину. Все-таки, что бы там ни говорили. Вот благодаря, во многом благодаря ей, я считаю, состоялся Прометей Ионыч. Вот они, да, они воевали. Он был артиллеристом.
он окончил пединститут. Случаем совершенно он попал, вот распределили его после института, пединститута, как математик, математический, вот, про музыку толком ничего не знал. Он поступает работать в тот колледж, который тогда назывался музыкальным училищем. Там Прасковья Ивановна в значительной степени образовывает этого человека, я так считаю, потому что он там начал играть на баяне, он там начал, она его увлекла самой грандиозной идеей, собственно говоря, которая сделала его биографию выдающейся. Она как-то обратила его внимание, профессиональное внимание, на фольклор. И он стал самым настоящим большим фольклористом. И случилось так, что он, Прометей Иванович, вот я узнал о нем, будучи где-то на 4-5 курсе консерватории, совершенно случайно. Я был знаком с человеком, который был руководителем его диссертации. Именно вот после его появления его диссертации появились вот эти коминародные инструменты. Я, впрочем, сам я лично, вот, ну, после почти полвека я живу в республике, можно сказать, вся жизнь у меня здесь, я не верю особенно-то в эти, что это там коми-музыкальные инструменты. Я вообще считаю, что все три слова не очень точные. Ни коми, ни музыкальные, ни инструменты. Но был среди них один инструмент, который действительно национальный, и который, к сожалению, получил наименьшее развитие, потому что его труднее сделать. Я говорю о сигутке. Это, безусловно, интересный инструмент. И дело в том, что в музыке коми-народа нет вот этих ритмов острых, которые можно добиться всякими колотушками, кстати, которые русскими являются. Вот. И, ну, интересные выдумки с пелленами, там, это все нормально, это все интересно. Но не совсем такое. Тем не менее, вот она его зажигала, она его зажгла. Я застал тот период, когда они уже не были вместе. И он о ней никогда не упоминал, мы очень много разговаривали. У него, я знал другую жену, я знал его первого вот этого сына, единственного. Прометей Иванович умер на руках этого человека, а сам Леня, в общем, тоже у него такая трагическая, я считаю, судьба. Он тоже учился в нашем училище, ушел, потом стал медицинский институт кончил, потом переучился или доучился на психиатра и так далее. Это была очень интересная личность. А потом он занялся бизнесом, переехал в Москву. И, ну, в общем, я его видел, я его встречал в Москве совершенно случайно. И были такие моменты, я представляю себе, как Прасковья Ивановна переживала это. Когда его не стало, она еще была вполне нормальная, нормально себя чувствовала. Просто вот его не стало так вот в одну секунду. Он ехал, у него машина была в ремонте, это я знал. И он ехал в метро и разговаривал по телефону. И вот так вот и умер. Вот так вот, прямо с телефона. Вот такая ужасная. Я был знаком со второй его женой и с ее сыном, то есть его пасынком как бы. Вот. И вот представляете, какая трагическая судьба. Смерть унесла Чисталева, его сына, его пасынка, его вторую жену. А она как бы вот, она осталась одна, и поэтому, может быть, поэтому ее сердце так тянулось ко всем. Это удивительный совершенно интеллигент. Интеллигент, который, ну, может быть, последний даже в нашей республике. Вот настоящий интеллигент. Она никогда, я там пытался иногда, ну, мы редко разговаривали, но просто мне интересно было влезть в чужую душу. Ну я такой человек, мне важны вот эти впечатления, ощущения. Она никогда ни одного плохого слова не сказала про Чисталева. Я это очень ценю. Таких людей единицы вообще, которые мне встречались, включая самого меня, между прочим. Потому что никогда ни о ком ни одного плохого слова не было сказано. Она приходила там на концерты, она действительно рецензировала. Я нисколько не удивляюсь, что она восхищалась, например, Майей Васильевной, артисткой, которая замечательные роли исполняет замечательные партии. Я ничуть не удивляюсь, что она плакала, слушая ее Иоланту. Это одна из лучших Иолант, каких я знаю. А я всех Иолант с первой постановки знаю. Вот. Потом, значит, Каратаева, Аля, это, боже мой, изумительная, потрясающая певица. И вполне понятно, что потом, как она поет на коме, кто знает язык, а как раз ваши корты муном, то есть
первое, что я объявил в своей жизни, мне сказали, вот будешь вести концерт. Я говорю, чего? И там больше гор, там еще это. И вот мне объясняли, надо было выучить за 3 минуты. Ну как там? А? Нет, это не филармония, это было в районе. В районе там из меня выращивали ведущего, а иначе что? Ну зачем приехал? Рояля там нет, значит ты ничего. Тогда веди концерт, нефиг бездельничать. Вот, и я вышел, и надо было выучить, ой, как они мне, я не мог выучить слово. Ваши горды я быстро выучил, а там мунон туис, это было жутко тяжело. Потом, значит, мунон мне влепил, а потом наконец сказали, ты туис видел? Туис? Ну да, я же знаю, что такое туис. Потому что я с Урала, там есть это слово. Ну вот, и вот, может быть, вот девочки балетные, вы, наверное, не знаете, о чем был романс, который пела Каратаева, певица наша народная. Она, это не найду дорогу к дому, она гуляет с молодым человеком, и не хочется домой. Ей и так хорошо. И вот она, это очень хороший романс. Я считаю, что это не песня, это романс. Вот, и это, я думаю, что самое лучшее вообще вокальное произведение Чисталева. Вот. И мне что-то кажется, что в этом романсе вот столько тепла, столько, что это тоже Прасковья Ивановна вдохновило. Первое, что я услышал в Коме Республики, значит, я говорю, вот я хочу что-нибудь такое, там Коми, ну послушать, авторское. У меня был сборник народных песен, которые я сейчас знаю лучше любого Коми. А тут мне было интересно. Вот я первую песню услышал Чисталева «Скворушка». Я сразу представил себе, у меня вот есть такая моя доморощенная теория, я по музыке могу определить, что был это за человек. Вот какой он был, насколько он хороший был, насколько он... Вот, например, я еще школьником был, услышал, когда музыку Вагнера, думаю, какой гад. Вот сразу мне показалось, что ну, музыка очень хорошая, но нехороший человек. А там, допустим, Ференц Лист очень добрый, очень хороший, и так оно и оказалось. Потом, когда изучили уже биографию, удивительная вещь. Ну и вот Чисталев я представил себе. Мне кажется, что это тоже вдохновило Прасковью Ивановну, потому что это очень чистая, красивая песня. Вы помните ее мотив? Я бы мог спеть, но я боюсь, что я отпрощу навсегда от этой песни. Ну, очень красивая песня, «Скворушка», такая детская. И я сразу представил себе старичка, ну, мне тогда было там лет 26, что ли, а он лет на 25 был меня старше. И вот я представил себе, для меня это был жуткий старичок, сейчас я намного старше того старичка. Значит. И вот я представил, что он такой лукавый и юмористичный. В общем, все это. И вот чем больше я узнаю, вот через ваши разговоры, через вот этот вечер, через какие-то... Я все время не отрывал глаз от экрана. Я пытался пересчитать ее медали. Слушайте, это же... У нее там вся кофточка, это самое это... Ну просто это чудо, а не человек. Это был настоящий интеллигент. И вот если можно о чем-то мечтать, я хотел бы быть хоть в чем-нибудь похожим на нее. Потому что она и говорила, она могла покритиковать, но любой, с кем она общалась, ну, это было никогда не обидно. Вот вы понимаете, мне кажется, вот я думаю, может быть, я не права. Нет, наверное, я не права. Но, понимаете, может быть, здесь надо было вот как-то... И, ты понимаешь, вы меня даже перехватываете. Когда я вспоминаю, это вообще удивительно. Я всегда радуюсь, когда встречаю добрых людей. И сейчас, и хотя у меня был очень тяжеленный сегодня день, у меня было 4 пары, и еще там надо... Я все равно, я сказал, вы мне позвонили, да? Вы не забыли? Клуб. Конечно, я приду. Вот, и я получил, у меня получилось сегодня большое наслаждение, вот увидев вообще, что столько людей и так говорят о ней. Это, в общем, великое счастье, что мы были знакомы. И даже вот у нас вот передо мной сидят юные балерины, которые преподают музыкальную литературу. И вот я считаю, что они сегодня многое узнали. И, ну, пускай заочное такое знакомство с таким человеком, может быть вам предстоит что-нибудь танцевать на музыку Чисталева. И это тоже будет, потому что все равно, чем больше проходит времени, тем больше я убеждаюсь, это она сделала Чисталева. Михаил Львович, значит, я вам разрешаю здесь выбрать любые сборники, взять себе и написать на стихи Прасковьи Ивановны музыку. А Альфия потом исполнит. И Алексей тоже исполнит. Значит, выбирайте, берите все по одной и на себя возьмите комсомольское обязательство написать музыку, озвучить. Нет, так не делается, так не делается. Я подумал на это. Я вам обещать на этой неделе нельзя.
Я из творческого объединения «Родник». С этим творческим объединением Парасковья Ивановна была тесно связана. Она приходила к нам, потом мы к ней в гости приходили. И я последние 3 года, вот я ее очень хорошо знаю. Я стихов не пишу, правда. Но вот у нас кто пишет стихи, мне, значит, Раиса Сажина написала стихотворение про нее. И вот я очень хотела сказать, жалко, что людей мало уже осталось, ушли. Но это без этого стихотворения Парасковья Ивановна бы не в полной мере бы освещилась. Чистолевой. А пане было 18, и добровольцем на войну ушла с фашистами сражаться, чтобы защищать свою страну. А хрип на фронте голос звонкий, пришлось так много испытать. Бомбежки, госпиталь. Девчонка вновь продолжала воевать. Войне конец, жива Парасковья. Закончила пединститут, она учительница в школе, а дома муж с сынишкой ждут. И в мирной жизни боль бывает, смерть близких, как смириться с ней? Седая пани отмечает свой 90-й юбилей. И ясен ум и память крепкая, друзья, знакомые вокруг. То в двери постучат соседка, то забежит проведать внук. Когда же одна в часы затишья воспоминаниям полна, она стихи и прозу пишет, в раздумье, сидя у окна. С людьми ей есть чем поделиться, и есть о чем им рассказать. И вот на чистые страницы ложатся снов святая рать. Вот понимаете, я очень много раз с друзьями тоже ходили, мы к ней в гости. Как скрупулезно она относилась. Уже 90 лет ей было. Она писала оду о любви. И так было, вот это запятую не туда, а это сюда. Какой чистый, светлый, и у нее был ум до сих пор, вот до последних дней. Я очень рада, что столько много людей здесь еще ее вспоминают и знают, но жалко, что дети, вот ушли молодежь, можно было ей тоже почитать стихи. Спасибо большое. Вам спасибо. Поэтому, Ольга Мадецовна, огромное спасибо. Огромное спасибо Константину, который действительно вот такую большую работу проводит. И я думаю, что мы должны поддержать, продолжить эту работу дальше. Я очень хочу, чтобы в Сахалине снова заработал музей Прометея. Заработает. Вчера я разговаривал с Романом. Роман сказал, что составим договор на безвозмездное использование. Прекрасно. Вот, но там нужно будет сделать электричество. Но на эту тему мы встретимся и обсудим ее. Хорошо. И от администрации муниципального района Сахалинский я вас всех благодарю. Спасибо вам. От Олега Амросича Ложанева мы как бы разговаривали перед тем, как я приехал сюда. Заводжидать Янлой. Вот это наследие, которое оставили Прометей Ионович Чистарев, Парасковья Ивановна Чистарева, надо... Это гордость вашего района. Беречь и сохранять. И действительно, спасибо. Привет, Елене, музыкант. Хорошо. Мне кажется, когда я познакомилась с ней, это мы в университете, когда открыли музей Шаляпина в университете, тогда при открытии наш пел городской академический хор, и она присутствовала. Но это была бы такая кратковременная. И, конечно, бы, собственно, она бы меня не запомнила, это только я ее как великую, да. И, понимаете, это было как-то, вот, как вам сказать, она читала стихи, и все это тронуло, да. А потом все прошло много времени. И я благодарна вам, вы неусыпные, 2 друга, да, Юрий Сахаров, и ты, и ты, дорогой, да. Очень, Константин, да, очень благодарна, потому что я помню, когда идем, намечается поход, там прогулочка, и вот мы идем втроем, попеременно, вместе мы не ходили, мы идем втроем, то с Константином, то с Юрием и она.
И когда-то, ну, вот когда мы оставались там вдвоем, она читала стихи. И вот по парку мы шли. Ой, вообще очень здорово. Я благодарна. Вы такие неусыпные. У вас какая-то энергетика у обоих. Это здорово. И все, вы знаете, вы так много помните. Вот видите, у Камилька я ходила. Я что-то себя в кадре не увидела там. Или, может, в тот момент Кости не было, не фотографировал, когда я была с ней там. Да, в общем, и знаете, и столько признаний вам. И я благодарна, что я не осталась от такого события в стороне. Вот, спасибо вам огромное. Ну, я вообще-то хотела пару слов сказать, когда народу было много, но раз уж все хотели что-то выступать, и я думаю, ладно, без меня обойдется. Я просто в другом ракурсе, где-то в другой плоскости хочу рассказать о Парасковье Ивановне, как о человеке. Человек, она была уникальным. Почему? Я не буду говорить, какие там она стихи написала и так далее, но уникальный, просто ей было 90 лет, больше, вот, а она хотела все время что-то новое узнать, чему-то радоваться, а ведь у нее она уже плохо ходила, потом она ничего не видела, а все равно искала какой-то повод, чтобы радоваться жизни, радоваться. И вот мы выходим, скажем, с ней с библиотеки, или мы идем в университет, или в библиотеку какую-то идем еще вообще. И вот она радуется, что она ножками идет по улице, сама идет. Ну, конечно, не одна идет, со мной идет, но вот она радуется этому. И когда мы вышли из библиотеки, там Ленина, Куратова, увидела площадь и говорит: ой, как хорошо, я эту площадь так давно не видела, можно, говорит, немножко ножками пойдем до детского мира. Я говорю, конечно, конечно, конечно. И вот такую радость она испытывает такое. Или, например, пришла она на наше заседание у нас, клуб долгожителей. Вот у меня в клубе вот эти люди и были. Она была членом моего клуба. Я руководитель клуба долгожителей. И вот она пришла... А с какого возраста вы туда принимаете? 90, грудных. После 100 лет. 80 Я не подхожу туда. Да, и вот она пришла. И мы как раз... Будете слушать? Как раз такое было заседание. Я как раз приехала с Барселоны, и я показываю на экране, рассказываю об Испании. Там Сальвадор Дали, там Бой быков, Прада в этом Мадриде. И, значит, рассказываю, и она там, да, Гауди, она не знала о таком, она не знала, о Гауди не знала, и говорит: ой, это ж так интересно, потом после уже по телефону меня хвалила с ног до головы, за любое заседание, пожалуйста, что нового она узнала. А телефонные разговоры — это уже совершенно другое. Дело в том, что мне она позвонит, скажет: ну ты свободна, вот никого у тебя нет, можешь уделить мне внимание? Я говорю: да, я свободна, все. И вот мы с ней говорим, ведь старушка, она же не говорит, что вот тут кольнула, да тут она не видит, да чего-то она одинока, или еще что-то болит, как старушечий разговор. Такого нет. А что ты сейчас читаешь? Я говорю: вот Рубцова, тут что-то я Николая решила прочитать. Ой, я же не знаю его, плохо знаю. Почитай мне, пожалуйста, почитай. И вот я читаю. Я говорю: Верлибром он написал, вот это стихотворение. Он говорит: вот это да, давай читай, читаю. Подумаешь, рыба, треска мелюзговой. Читай. На встречные злые суда без улова кричал я: эй вы, на барже! А волны, как мускулы, взмылены ряно, буграми в суровых тонах
ходили по черной груди океана, а чайки плескались в волнах, и долго и хищно стремясь, ничего не вижу, что написано, поживиться с кричащей голодной тоской, летели большие клюкастые птицы за судном, пропахшим треской. Молодец. Опять. Немножко волнуюсь, очень плохо прочитала. Не волнуйтесь. Рубцова на меня обиделся бы, обязательно, Рубцов бы обиделся. Так вот, последнее время, значит, последний раз, я же по 3 часа ей стихи читала постоянно, постоянно по телефону. Как только она выдерживала. Нет, это же не я написала стихотворение, не свое ведь читаю, она уже просит, она просит, читай дальше. Кого сейчас ты читаешь? Я говорю, да вот Бродского. О, Бродский, я совершенно его не знаю. Это ж я его не знаю. Читай. И я читаю. Я входил вместо дикого зверя в клетку, выжигал свой срок и кликуху гвоздем в бараке. Жил у моря, играл в рулетку, обедал Для тех, кто меня не знает, меня зовут Нина Александровна, фамилия моя Тонких или Тонких, все равно. С Панной Ивановной, я говорю именно с Панной Ивановной, потому что только я ее звала Панной Ивановной, потом, может быть, и другие некоторые, но большинство ее звали Парасковья Ивановна. С Панной Ивановной я знакома с 1999 года, когда я в течение 6 лет выполняла функции социального работника. Познакомила меня с ней моя коллега по работе, по профтехобразованию, Быстрова Валентина Ивановна. Она работала в госкомитете, заведовала медкабинетом, а я была старшим методистом. Она мне говорит, ты знаешь, вот у меня ноги не стали уже ходить, а Парасковья Ивановна так любит общение. А поскольку ты преподаешь литературу и эстетику, а она тоже в 8-м училище работала до этого, в библиотеке работала и эстетику вела, у вас много общих интересов. С тех пор я стала над ней осуществлять шефство. Иду с работы напротив воинской части, наш лицей был 28-й, потом его соединили с 34-м лицеем, стал теперь политехнический техникум. Иду, несу ей выпечки, полную сумку. Она очень любила выпечку, особенно любила все рыбное. Вообще, я должна сказать, что она рыбная душа, поскольку с Волги. Она мне говорит, ты знаешь, мы, наверное, с тобой в прошлой жизни были сестрами. Я говорю, почему? Ну вот у тебя сестра Клавдия, и у меня сестра Клавдия. У тебя брат Михаил, и у меня брат Михаил. Я с Куйбышева, а ты с Нижнего Новгорода. Посмотрите, сколько у нас общего. Вот ты там пишешь рассказы и всякие поздравления для коллег, и я пишу. И потом она говорит, ты знаешь, кто меня оценил, мое творчество, это Ионов. Когда она справляла 70 лет в Окуевкерке, перед Извакеркой, дом зеленый, там, творческих работников. Она говорит, ой, так меня хвалил Ионов, так жаль, что тебя там не было. И вот после этого дня рождения, вскоре, я с ней познакомилась, буквально через 2 месяца. И когда уже был следующий у нее юбилей, мы отмечали у Майи Ивановны в зеленом зале в СГУ. Там многие были, и вот так мы с ней в течение 6 лет общались. Вы знаете, что она, значит, плохо переносит жару, для нее лето это было, как говорится, испытание. Она уезжала к сестре Клавдии в Куйбышев. Мы собирали неделю ее. Я ее собирала по списку, складывала, она все это отмечала. Потом она посещала старых подруг, которых уже нет в живых, а их детей, например, в Калугу. Вот это я ее у подружки детям, дочке подарю. Потом она приезжала, пожила какое-то время, уехала жить к Лене в Москву. Я ее опять собирала. Потом начались испытательные, как говорится, месяцы, жара была лето. Она перешла из своей квартиры, значит, Рома ей нашел на улице Пушкина напротив Бахуса, там очень неспокойное место. Там я обживала ее новое жилище. Мыла квартиру, отмывала кухню там. Мы с ней ходили в кулинарию, по магазинам, когда она еще была вот на улице... как это, не Юхнина, как у нее улица называется? Оплеснина. Оплеснина. Мы с ней гуляли по улице Юхнина, по Оплеснина, Орджоникидзе, там деревянный магазинчик. Любит просто до безумия кильку, в любом виде.
соленую в баночке обязательно и вяленую всякую рыбу. Я говорю, ну вот почему у тебя так мозги хорошо работают, Панна Ивановна, до такого возраста? Потому что ты рыбу любишь, а там же фосфор. Она просто Христа любила, а он Вот. любил рыбы. Наверное, может быть поэтому. Потом, что меня в ней всегда покоряло? Ее требовательность к речи. Если я там где-то ударение неправильно поставила, говорит, а ты знаешь, я всегда со словарем работаю. Я всегда проверяю, правильно я там ударение произношу или нет. Она эстет была во всем. Вот мы купили с ней 5 метров желтой ткани, 5 метров розовой, 5 метров синей, голубой. Я говорю, зачем тебе? А вот я повешу и, значит, на дверь и буду смотреть. Это мне доставляет эстетическое удовольствие, действительно. Или у нее какой-то старый халат, ну вот как Обломов любил старый грязный халат, так она любовалась старыми своими вещами, которые связаны с ее воспоминаниями. И если это там какая-то гармония в этой вещи, расцветка или там еще что-то, силуэт хороший, она очень восторгалась. Вот повесит на дверь, говорит, вот я открыла глаза, смотрю, и у меня настроение повышается. Да, про дожди я уже вот, я про дожди уже не говорю, действительно она любила дожди. И снега, все. И вот эти сборники, которые здесь были представлены, у меня все есть, за исключением, по-моему, в черном таком виде. И последний сборник она мне вручила в апреле. Вот здесь я не случайно держу телефон. Последний мой звонок ей был 20 апреля, не отвеченный ею. А она мне звонила 4 апреля. И там еще были в феврале вот звонки и так далее. То есть мы с ней общались, можно сказать, до последних дней ее жизни. Она у меня оставила самые приятные воспоминания, что я много у нее взяла, научилась от нее очень многому. Вот. И она ведет дневник, я тоже веду дневник всегда, это я у нее переняла. И у нас даже эстетические пристрастия были одинаковые. Она любит голубой цвет, и я люблю там белый и прочее. И вот голубая блузка, где вот она везде, это я ей подарила блузку, которой 50 лет, нет, не 50, 35 лет. Я ее покупала в салоне для новобрачных, когда дочка выходила замуж. Она говорит, ой, ну дай хоть поносить. Я говорю, носи до смерти. Она говорит, все равно тебе останется. И потом вот буквально в апреле я говорю, а ты хочешь еще такую же блузку, только у меня кремового цвета, тоже из салона новобрачных? Она говорит, с удовольствием. Все равно ведь вот будете там годину отмечать, все равно мне вернется. Я говорю, возьми. И она уже потом в этой блузке ходила в музей. И мне говорили, да, говорит, она приходила в музей истории, в университет, говорит, в этой уже блузке. То есть вот нас многое объединяло с точки зрения эстетического восприятия, эстетического вкуса, эстетического переживания. Хорошо, что в моей жизни был этот человек. Спасибо.